Приближается замечательный праздник – День труда. Он был учрежден в 2013 году и отмечается в последнее воскресенье сентября. В этом году он пришелся на 24 сентября. В современном Казахстане рабочие всех специальностей пользуются уважением, которое особенно ярко выражается в празднике День труда. Тема труда занимала одно из центральных мест в творчестве советских художников. В этот период главным художественным направлением искусства был социалистический реализм, представляющий собой эстетическое выражение социалистически осознанной концепции мира и человека. Рабочие заводов и сельские труженики часто становились героями произведений известных мастеров изобразительного искусства советского времени. В фондах нашего музея представлены живописные портреты, скульптуры, графические произведения, посвященные героям социалистического труда, людям рабочих профессий. Графическая работа карагандинского художника Виктора Крылова «После трудового дня» из серии «Люди второй целины» создана в 1955 году, в тот период, когда появился особый интерес к индивидуальности. Автор смог передать настроение героев картины, когда, несмотря на усталость, все довольны прожитым днем. Аксакал и девушка наблюдают за тремя джигитами, которые неспешно пьют чай. Женщина, на голове которой кимишек, в левой части картины ожидала прихода домочадцев. Она приготовила самовар. В фондах музея есть работы, посвященные профессии чабана. Авторы демонстрируют черты и особенности человека, работающего в суровых природных условиях, сильного и непреклонного. Например, работы карагандинских художников Анатолия Белыка и его мраморная скульптура «Чабан», и живописное произведение Мейрама Исеркеева «Портрет героя социалистического труда Конарбаева». И, конечно же, авторы отражали в своих работах благородный шахтерский труд отважных металлургов. Это такие живописные произведения, как «Портрет шахтера Шалкубаева», автор Анатолий Насеткин, «Казахстанский мартеновский цех» Павла Андреюка. Сегодня картины с волевыми образами напоминают современникам не только о знаменитых стройках и производствах, но и о важности уважения к человеку труда. Например, мастер кисти Михаил Статный и его произведения «Строители Костенской ГЭС», художник Петр Антоненко, написавший портрет молодого рабочего, Виталий Талько и его работа «Коллективный труд». Женский труд представлен в картине народной художницы Казахской ССР Айши Галимбаевой, бригадир чабанов совхоза Уль-Ули Жаналыковского района. В изобразительном искусстве всегда будет звучать тема труда, из вечного стремления человека сделать жизнь лучше и счастливее. Художники и сами являются тружениками, несущими свет и красоту всем нам.